Парк славы имени основателя Малгобека Серго Орджоникидзе является национальным достоянием жителей этого города. Долгое время никаких ремонтных работ в нем не проводили, однако местные власти пришли к выводу, что здесь есть над чем поработать. Заняться преобразованием самого большого парка в СКФО они планируют уже в июле. Спонсировать это благородное дело будет партия «Единая Россия». По программе «Парки малых городов» нам удастся в нашем городе, в нашем городском парке сделать немножко, хотелось бы, конечно, освещение в первую очередь наладить. Значит, вторая сторона – это скамейки, это все-таки тротуары. Где-то сделать, значит, такие, чтобы можно было посидеть, где-то фонтан, чтобы это был, чтобы какая-то вот, ну, вот такая среда доступная. По зеленым насаждениям, конечно, парк у нас красавец. Я думаю, это парк лучший в России. На Кавказе это 100% самый лучший. Об инфраструктуре для отдыхающих обещают позаботиться. Не забыли и о досуге для детей. Старые качели доживают свой век, но мальчишки, несмотря на это, продолжают на них кататься. У меня много друзей есть, и они все любят сюда приходить, особенно кататься. Так что я очень хочу, чтобы быстрее все сделали, чтобы я с друзьями сюда часто приходил. Устаревшие карусели заменят на новые и современные. Единственное, в чем точно не нуждается парк, это озеленение, считают в местной администрации. Вскоре и пруд будет радовать местных ребят не меньше, чем качели. Купальный сезон начинается с 10 июня, но в силу того, что дожди, немножко погода нас не балует, поэтому у нас все договоренности на поставку воды, на заполнение пруда имеются. Значит, договорились мы, у нас есть спасательный клуб «Тарко», который будет обеспечивать безопасность детей, купающихся. Каждый год мы с ними заключаем договора, чтобы во избежание всяких нежелательных случаев. После осмотра парка рабочая группа провела совещание. В итоге решили, что на закупку детских каруселей выделят около 1,5 миллиона рублей, а остальные средства пойдут на облагораживание парка. Средства выделены из федерального центра 3 миллиона 800 тысяч, плюс субсидирование местного бюджета это 200 тысяч, и в общем 4 миллиона с небольшим. Сумма очень рационально используемая. На сегодняшний день уже есть вся сметная документация по парку, готовы уже все проекты. Проект предусматривает такие же преобразования в парках других городов России. Реализовываться он будет до 2022 года. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24.